Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вы помните, в предыдущей лекции мы остановились на самом драматическом эпизоде в истории аланского осетинского народа, связанном с его почти тотальным истреблением войсками Тимура в конце XIV – начале XV веков. После этой трагедии в истории осетинского народа наступили темные века, продлившиеся почти 3 столетия. Однако, прежде чем продолжить наше повествование о дальнейшей истории осетинского народа, мы хотим рассказать о том, что произошло с его языком в описанный нами средневековый период, о его роли и влиянии в регионе, о результатах его контактирования с исконными языками Кавказа, а также с языками, носители которых появились по соседству в более поздние времена. В аланский период определяющими для осетинского языка стали контакты субстратного и ареального характера с кавказскими и тюркскими языками, отразившиеся на материальной и типологической стороне языка. Проблема кавказского субстрата осетинского языка, затронутая еще Всеволодом Миллером, стала приоритетной в трудах академика Мара, первым сформулировавшего идею о смешанной иранско-кавказской природе осетинского языка. Теорию, поддержанную осетинскими исследователями и значительно развитую Василием Ивановичем Абаевым. При этом, если Всеволод Миллер утверждал, что единственным признаком кавказского влияния на осетинскую фонетику являются смычно-гортанные согласные, типа К, П, Т, Ц, Ч и так далее, то Василий Иванович Абаев считает, что, я цитирую, «звуковой строй осетинского языка в целом почти тождествен строю южнокавказских, то есть картвельских языков». С другой стороны, смычные непридыхательные сближают осетинские с некоторыми дагестанскими, в частности лезгинским языком. Глубокий заднеязычный «х», чуждый индоевропейскому консонантизму, роднит осетинский со всеми кавказскими языками. Как отмечал Василий Иванович Абаев, ни балкарский, ни карачаевский, несмотря на почтенную давность их существования в кавказском окружении, не подверглись такой фонетической ассимиляции, как осетинский. Это означает, что только весьма длительные и очень тесные связи между предками осетин и другими народами Кавказа могли породить такую близость. Под влиянием кавказского языкового субстрата, то есть языков древнего населения Кавказа, на который наложился сармато-аланский язык, в осетинской системе освоения иноязычных заимствований развились определенные особенности, так называемые кавказизмы. Кавказские элементы участвуют в процессах, протекающих не только на периферии языка, но и в его глубинных пластах. Так, например, при заимствовании русских слов глухие взрывные в осетинском оформляются с помощью специфических кавказских звуков, проникших в фонетическую систему осетинского языка из кавказского субстрата. Например, русское перо становится осетинским перо, русское погон в осетинском звучит как пагон, русское класс трансформируется в осетинское клаш. Русское слово «стол» звучит по-осетински как «штол». Подобное замещение в осетинском произошло не только в заимствованиях, но даже в исконных словах, иранское происхождение которых вызывает сомнения. Например, «хошк», дегорское «хуска», «сухой». То есть появление вот этого смычно-гортанного «к», то есть это смычно-гортанный звук «к» не является исконно иранским. Это результат влияния кавказского фонетического фона. Штале, сталу, звезда. Также смычно-гортанный «т» в этом слове не является иранским по своему происхождению, а является результатом влияния на иранское слово кавказского окружения. В целом очевидно, что под влиянием кавказских языков произошла масштабная перестройка фонетической системы осетинского языка. Кавказский субстрат оказал влияние еще на одно фонетическое изменение в осетинском, то есть полную редукцию конечного гласного в заимствуемых словах. Причем как в безударных, типа «калош»,
из русского калоша, газет из газета, чинек из книга, так и в ударяемых, например, верст из верста, калбаш из колбаса. Это явление в осетинском также, по-видимому, является наследием кавказского языкового субстрата. Для всех кавказских языков характерна редукция, то есть снятие конечных кратких гласных. При этом наблюдается расхождение между иронским и дегорским диалектами в устранении конечного «а», имеющее место в иронском и не проявляющееся в дегорском. То есть иронское «мад», дегорское «мада», иронское «фед», дегорское «фида», иронское «бенз», дегорское «бенза». Морфология осетинского языка также представляет взаимопроникновение и смешение двух языковых систем – иранской и кавказской. Так, в системе склонения осетинский противостоит всем без исключения древним и новым иранским языкам. От древних его отличает последовательно агглютинативный характер склонения, а также отсутствие морфологически характеризованного винительного падежа. От новых иранских языков он отличается многопадежностью. От древних и новых его отличает богатое развитие локативных, то есть местных падежей, 5 вместо 1 в древнеиранском. Эти черты, противопоставляя осетинский другим иранским языкам, напротив, сближают его с кавказскими, особенно восточногорскими и южнокавказскими. Наиболее близка система осетинского склонения к языкам вайнахской группы. При этом весь материал склонения, то есть падежное окончание, показатель множественности, полностью иранский. Нет ни одного кавказского заимствования. Таким образом, речь идет о том, что в морфологии осетинского языка использована кавказская модель, но при сохранении иранского материала. И только спряжение в осетинском языке сохранило в основном иранские черты, проявляющиеся и в материальной, и в типологической преемственности глагольных форм. На уровне синтаксиса отмечается тождество синтаксических функций осетинских падежей с соответствующими падежами в грузинском, мегрельском и восточногорских языках. Значительно более строгий порядок слов в осетинском относительно древнеиранских, что Василий Иванович Абаев считает продолжением традиции другой, кавказской природы осетинского языка, поскольку порядок слов в осетинских синтаксических конструкциях соответствует восточногорским языкам и новогрузинским диалектам. Некоторые другие осетинские отличия от древнеиранского синтаксиса, например, обязательно предшествование определения определяемому слову. В древнеиранском этот порядок не был жестким. При отсутствии согласования в падеже и числе, формирование системы послелогов вместо индоевропейских предлогов, тенденция к размещению предиката в конце предложения, а обстоятельств дополнения определений, соответственно, перед предикатом и субъектом, Василий Иванович Абаев также связывает с влиянием аналогичных явлений в различных кавказских языках. Двадцатичная система счета осетин, в отличие от десятичной иранской, получена также, по мнению Василия Ивановича Абаева, из кавказского субстрата. Кавказский субстрат широко представлен и в осетинской топонимике. Более 720 необъяснимых географических названий из более чем 8000 Азат Замбулатовна Цагаева относит к языкам доиранских насельников Кавказа. Хотя, конечно, часть иранских и более поздних тюрко-монгольских топонимов могла до неузнаваемости трансформироваться в последующем. Или осетинские нарицательные слова, лежавшие в основе топонимов, могли просто выйти из употребления. В целом, как считает Василий Иванович Абаев, индивидуальные особенности осетинского языка не могут быть объяснены как результат внутреннего развития из древнеиранского состояния. Не могут они быть объяснены и как заимствование извне, поскольку они затрагивают существеннейшие структурные формы языка. Вывод может быть только один. В осетинском языке слились, соединились две линии преемственности. Одна, идущая из древнеиранского
и другая, идущая из субстратных кавказских языков. Причудливое сочетание и переплетение этих двух языковых традиций и создало то своеобразное целое, которое мы зовем осетинским языком. Наиболее ярко этот вывод подтверждается анализом лексической системы осетинского языка. Как известно, типологические характеристики языка определяются в первую очередь на основании особенностей его основного лексического фонда, который, как правило, остается неизменным на протяжении всей истории его существования. Однако основной лексикон осетинского языка включает значительное число и неиранских элементов. В частности, для обозначений понятий «рука», «нога» и «рот» в осетинском языке используются кавказские слова. Например, осетинское «кух-кох» соответствует чеченскому «койг», осетинское «ках» – «нога», чеченскому «ког», осетинское «зх», «цух» дегорское соответствует чеченскому «жок», «зок», «клюв», в то время как иранский «арм» – «рука», «фад» – «нога» и «ком» – «рот» в осетинском сохраняется только в сложных словах и в некоторых речениях. Из кавказского пришли «бах» – лошадь, «дур» – камень и многие другие слова. В целом кавказская лексика в осетинском выходит далеко за пределы того, что можно было бы назвать заимствованием. Она с несомненностью свидетельствует о длительном двуязычии в период формирования осетинского народа в прошлом. Из более чем 900 лексических расхождений, приведенных Василием Ивановичем Абаевым в словаре дегорско-иронских расхождений, значительная часть приходится именно на неиранские слова. При этом многие из них не обнаруживаются в соседних современных языках. Соответственно, истоки их надо искать в субстратных древних языках. В целом, при изучении схождений и расхождений в лексике иронского и дегорского диалектов, схождения идут преимущественно по линии иранской лексики, а расхождения по линии неиранской. На этом основании Василий Иванович Абаев пришел к убеждению, что субстратная среда, на базе которой формировался осетинский язык, была многоязычна, лингвистически раздроблена, и аланский язык играл для них роль своего рода лингва франка, то есть языка межнационального общения, что создавало условия для развития иранско-кавказского двуязычия как протоосетинского, так и кавказского населения, которое в конечном итоге и привело к своеобразному слиянию генетически неоднородных языковых систем. Подытожим. Таким образом, в фонетике, морфологии, синтаксисе осетинского языка кавказский субстрат выступает как самостоятельный конструктивный элемент. В словарном составе осетинского языка кавказский элемент вторгается частично в основной лексический фонд, что нельзя объяснить иначе, как периодом длительного двуязычия. Рассмотрение лексики на диалектном уровне приводит к выводу, что общеязыковые элементы идут преимущественно по иранской линии, а диалектизмы по неиранской, что в свою очередь приводит к мысли о том, что иранская осетинская речь играла роль межплеменного языка для тех этнических групп, которые составляли кавказский субстрат для осетинского народа. На протяжении 16 веков, со II века до нашей эры по XIV век нашей эры, предки осетин, сарматы и аланы, имели активные контакты с соседями, носителями картвельских, адыгских, тюркских, нахских и других языков. Связи с этими народами отразились в топонимии Осетии, которая включает многие географические названия, происходящие из картвельских, адыгских и вайнахских языков. Эти топонимы, как правило, содержат корни, происходящие из указанных кавказских языков в сочетании с осетинскими формантами, или представляют собой сложные слова, в которых один элемент иноязычный, второй осетинский. Однако наибольшее число схождений отмечается на уровне номинативной лексики. При этом некоторые слова заимствовались из исходного языка в целый ряд как пограничных с ним, так и через их посредство в более отдаленные. Подобные кочующие изоглосы, то есть общие элементы, объединяют осетинский сразу с несколькими языками. Так, осетинскому абрак, дегорское абарек, то есть абрек, соответствует аварское абурик, чечено-ингушское обург, абарк,
кабардинское абрег, сванское амбрег, мигрельское абраги, грузинское абраки, осетинскому ага, котел, соответствует аварское хаг, рутульское хаяк, чечено-ингушское хей, осетинское гал, или вернее осетинскому гал, бык, соответствует даргинское кал, гал, корова, лезгинское кал, тоже корова, грузинское хари, бык, осетинскому фош, фонс, то есть скот, добыча. Соответствует аварское панс, рогатый скот, с учетом того, что в дагестанских языках отсутствует звук «ф». Дидойское посо, чеченское хонс, добыча, ингушское фос, добыча. Осетинскому слову фшим, дегорское фусун, хозяин, принимающий гостя, соответствует чеченское хусум, фусам, кабардинское басам, черкесское басам, абазинское псумма, абхазское апсма, осетинскому слову кау, плетень, соответствует аварское кау, ворота, чечено-ингушское кау, коу, ворота, осетинское иронское карт, двор, имеет соответствие чечено-ингушское карт, плетень, армянское керт, город, осетинское слово кесена, могильная изгородь, соответствует абхазскому акасана, черкесско-кабардинскому кесана, балкаро-карачаевскому кесене, ингушскому кас, это надгробное сооружение, осетинское курат, бишмет, имеет свои аналогии в лезгинском курт, короткая шуба, удинском гурат, то есть рубаха, в аварском горде, рубаха, грузинское кварти, рубаха и так далее. Наряду с подобными общекавказскими изоглосами выделяются и сепаратные схождения, общие для осетинского и какого-либо соседнего отдельного языка или языковой группы. Такие схождения выявляются в частности между осетинским языком и языками абхазо-адыгской группы. Всего осетино-абхазо-адыгских изоглос, то есть общих элементов, выделено около 750. Основная часть из которых смыкается с кабардинским, около 480, абхазским около 140, адыгейским 110, убыхским около 100, абазинским 80, меньше с черкесским, шапсукским, абадзехским. Профессор Ломтатидзе считает, что начало контактов осетин и адыгов относится к эпохе большой давности, поскольку осетинский язык сохранил факты, относящиеся к протоадыгской эпохе. Взаимосвязи между аланами и адыгами были стабильными на протяжении многих веков. В различных средневековых источниках содержатся многочисленные указания на соседство и даже совместное проживание аланов-асов и адыгов, как западных зихов, так и восточных косогов. В частности, в русской летописи X века, повествующей о походах Святослава, рядом с ясами, то есть осетинами, называются и косоги. Сравни осетинское кашек, касак, кабардинцы, кабарда. Однако принято считать, что основные заимствования из кабардинского в осетинский относятся к периоду доминирования Кабарды на Северном Кавказе, когда после вторжения Тимура часть адыгских племен переместилась с северо-западного Кавказа в юго-восточные районы и к XV – началу XVI веков заняла покинутые аланами значительные территории между рекой Большой Зеленчук на западе, Пятигорьем на севере, лесистыми предгорьями на юге и рекой Сунжа на востоке. Уцелевшие после кровопролитной борьбы с войсками Тимура аланы, обосновавшиеся в горах Центрального Кавказа, особенно в Дегорье, попали таким образом в зависимость от кабардинских владетелей. Постепенно между аланами, осетинами и кабардинцами возобновились разнообразные политические, экономические
и культурные взаимоотношения. Многовековое соседство и постоянные связи заметно сблизили материальную и духовную культуру осетинского и адыгских, в первую очередь кабардинского народов, в том числе и на уровне языка. Осетинские заимствования в кабардинский более характерны для раннего этапа этнокультурных контактов. Так, профессор Гадло считает, что историческое адыгское личное имя Идар, принадлежащее потомку легендарного князя Инала, возникло из заимствованного адыгами у аланов-овсов социального термина «алдар», что буквально означает «рукодержец», «предводитель», «вождь». К старым аланским заимствованиям также относится кабардино-черкесское «абг», из осетинского «авг», «авга» – «стекло», кабардинское «бышым», из осетинского «фышым», «фусун» – «хозяин, принимающий гостя», кабардино-черкесское «шоген», из осетинского «шауджен», «сауген» – «священник». Название вина сходно в осетинском и кабардинском. В осетинском это «шан», «сана», в кабардинском «сана». Позднее, после ослабления аланского влияния на Северном Кавказе и укрепления кабардинского, на направление заимствований оказал влияние социальный престиж в осетинском обществе кабардинской культуры. В частности, по этой причине были заимствованы слова абстрактного значения, например, осетинское «зелла» – мир, общество, из кабардино-черкесского «зелла», осетинское «унафа» – совет, из кабардино-черкесского «хунафа», осетинское «гузава» – колебание, сомнение, из кабардинского «гузава», осетинское «гурышхо» – подозрение, сомнение, из кабардино-черкесского «гурцхва», осетинское «лаз», «лаза» – вина, из кабардинского «лаза». Заимствовано значительное число кулинарных терминов. В частности, это осетинское «лавжа», «левза», рагу, из кабардинского «либза», халва, ватрушка, из кабардинского халива, жареный пирожок, сывжа, чевза, красный перец, из кабардинского шебжи, стручковый перец. В осетинской заимствованы и такие слова из кабардинского, как кама, кинжал, через кабардинское кама, агувджа, тафа, лист, страница, это заимствование в Дегорский, гуфа, гуфа, кузов арбы, из кабардинского гуфа, дышла, жаче, зака, борода, из кабардинского заке. Особый интерес вызывает факт заимствования глаголов, что мало типично для языковых контактов. И в данном случае, несомненно, это свидетельствует о глубине взаимопроникновения осетинского и кабардинского языков. Адыгские топонимы сохранились в плоскостной части Осетии. С XVI по XIX века Владикавказская наклонная равнина находилась в руках кабардинских князей. Здесь были расположены кабардинские поселения. Например, Мождаг, название города Моздок, происходит из кабардинского «маз» – лес, и «дегу» – глухой, то есть Моздак – это глухой темный лес. Псигом из кабардинского «пши» – вода, река, плюс осетинское «ком» – ущелье, то есть речное ущелье, где протекает река и так далее. Из кабардинского заимствованы названия и имена, оканчивающиеся на «эк», «ко», «ку», «жеко», «жалыко», «жорыко», «шылтанук», «шавагыко», «шеко», которые восходят в основном к личным и фамильным именам. И напротив, профессор Коков приводит ряд топонимов на территории Кабарды, имеющих осетинское происхождение. Особый интерес представляют осетино-абхазские схождения. Дело в том, что, как известно, сейчас Осетия и Абхазия территориально достаточно удалены друг от друга. Но регион, за которым исторически наиболее стойко закрепилось название Алания, это была местность, орошаемая верхним течением Кубани и ее притоками Тибердой, Зеленчуком, Лабой. То есть местность, непосредственно граничащая с Абхазией. И именно в этом регионе найден и старейший памятник аланской письменности, зеленчукская надпись. По сообщению грузинской летописи, когда арабский полководец Мурван Глухой вторгся в Грузию в VII веке,
Правитель Абхазии Леон укрылся в крепости Собга, расположенной у перевала в Овсетию. На соседство алан и абхазов указывали Феофан Византийский в VIII веке и арабский автор Масуди в X веке. Это соседство подтверждается целым комплексом установленных Василием Ивановичем Абаевым языковых фактов. Например, в топонимии. Ярко выраженные алано-осетинские топонимы распространены в примыкающих к Абхазии районах Верхней Кубани, Зеленчука, Лабы. Например, это название горы в Клухорском районе Сурх, в осетинском, дегорском Сурх – это красный. Саусигет – название местности в этом же районе, соответствует осетинскому, дегорскому Саусигет – черная земля. Приток Лабы Фарс соответствует осетинскому слову фарс – сторона, то есть сравните название местности Фарс или Дони Фарс – местность в Дегории. Роскау – населенный пункт, соответствует осетинскому дегорскому Рохсгау – светлое селение. Загдан – река и местность в Мостовском районе Краснодарского края, соответствует осетинскому дегорскому Сагдон – оленья река. Местность в районе Геленджика Догуат соответствует осетинскому дегорскому Догуат – место скачет. Лексические заимствования отражают также явления природы. Абхазская афертен – буря, метель, соответствует осетинскому дегорскому бурдан. Абхазская аалуа – дым, алуа – копоть, сажа, соответствует осетинскому ала – дым, чад. Схождения между абхазским и осетинским отмечаются и в словах, называющих растения. Например, абхазская акне и осетинская ган-гана – конопля. Абхазская акар – ячмень и осетинская кар в слове карзен – карджин – хлеб, буквально ячменный. Абхазская акде, осетинская кад-гада – лес. Подобная же общность отражается и в названиях животных. В частности, абхазская акжма – волк, схожа с осетинским куз – куй – собака. Абхазская ача и осетинская саг именуют оленя. Абхазская аха и осетинская хо – свинья. Абхазская акаст, осетинская куист – кост, то есть годовалая овца. Схожесть терминов наблюдается и в наименованиях предметов сферы хозяйства и материальной культуры. Например, абхазская аварден и осетинская вардон, вардона, арба. Абхазская ачега, осетинская савак, цавак, коса. Абхазская архышна, надочажная цепь, и осетинская рахыш, рахис, цепь. Общность лексического фонда между осетинским и абхазским прослеживается и в наименованиях одежды, в названиях пищи и напитков, частей тела, социальных понятиях. Особенно важно, что это отражает не только существительные, но и прилагательные. Есть тематика этих соответствий очень разнообразна и выходит, и затрагивает, и в том числе основные лексические фонды осетинского и абхазского языков. Таким образом, мы рассмотрели с вами основные черты схождений между осетинским и абхазо-адыгскими языками, то есть языками, которые простираются от современной Осетии на запад и переходят из северокавказского ареала в Закавказье. Это очень интересный факт, поскольку он свидетельствует о том, что историческое место расселения предков осетинского народа
в средние века, в период активного контактирования, в частности, с носителями абхазского языка, это место расселения аланского народа находилось значительно западнее и граничило с современной Абхазией. В следующих лекциях мы рассмотрим языковые схождения между осетинским и другими соседними языками Северного Кавказа и Закавказья.